Круглый стол на тему демографии прошел в Сухуми. По официальным данным по смертности и рождаемости можно судить о том, что ситуация в сфере демографии только ухудшается. В чем причина и как решить проблему, об этом будем говорить с кандидатом исторических наук Астандой Хашба. Круглый стол на тему демографии прошел в Сухуми. Это тема, к которой мы периодически возвращаемся, как тема одна из важнейших для страны, потому что вообще все вопросы там с экономики, развития государства, они напрямую с этой темой связаны. Давайте подробнее о вашем докладе. Вообще, какой вы видите сейчас эту проблему демографии, насколько она для страны актуальна? Для страны демография всегда будет актуальна. Если не будет демографии, не будет ни экономики, ни языка, ни государства, ни обороноспособности. И поэтому она стоит в первую очередь на первой ступени решаемых вопросов и проблем. А какова нынешняя ситуация демографии в Республике Абхазия, я могу с уверенностью сказать, она на критическом уровне. Критическом. Если мы сегодня как раз-таки, когда обсуждали на круглом столе, мы брали динамику 5 лет. Начиная с 2018 года в Республике Абхазия идет спад рождаемости, но зато линия смертности стремительно растет. У нас, значит, были такие показатели. В 2017 году были положительные показатели, там были плюс естественный прирост был. Цифры сейчас не могу озвучивать. Приблизительно я буду говорить. Приблизительно, значит, плюс было 436 человек в 2017 году, а в 2022 году минус 336. Пиковые количество смертности было указано в 2021 году. Это как бы постковидное и ковидное время. Но постоянно растет смертность. Какие же еще на смертность, на демографию влияют показатели? Это дорожно-транспортные происшествия. Там тоже кривая линия идет. Именно почему кривая? То есть кривая линия смертности. Она была пониже, а теперь она идет все больше и больше в сравнении с 2021 годом. В этом году на 22 человека смертность увеличилась. Это благодаря дорожно-транспортным происшествиям. Сами дорожно-транспортные происшествия, это я озвучила цифру, которые погибли в транспортном происшествии. А сами происшествия, которые раненые, тоже увеличивается это количество. Далее мы рассмотрели вопрос брака, о количестве не вступивших в брак. Если мы говорим так, что в городской среде не очень это заметно, очень даже заметно. В каждой структуре, организациях, куда бы мы ни пришли, мы встречаем огромное количество молодых именно репродуктивного возраста, которые не состоят в браке. Но с другой стороны, Астанда, чтобы говорить, говорить о таких тенденциях, нужны какие-то данные, конкретные цифры, исследования. Проводилось ли такое исследование? Понятно, что визуально, когда ты например, в организации вы говорите, мы видим, а может это не соответствует действительности, может такая картина... Смотрите, для того, чтобы делать такие исследования, нам нужны статистические данные. Касаемо города, у нас их нет. Именно по браку. Это нужно проводить перепись населения, которая проводится раз в 10 лет. У нас в прошлом году, в 2021 году должны были проводить перепись населения. Его нет. Переписи нету населения. Это мы визуально сказали, то, что именно в городе. А мы сами, я лично тоже провожу исследования среди сельского населения. Я могу оперировать цифрами, которые происходят в селе. В любом селе по Республике Абхазия молодых людей, не состоящих в браке, выше 100 человек. Это уже говорит, это звоночек, это тревога о том, что молодое поколение не вступает в брак именно в репродуктивном возрасте. Далее, в каждой семье практически 2 детей. Это нуклеарная малая семья. То есть родители воспроизвели на свет 2 детей. Да, встречаются многодетные семьи. Что значит многодетная семья? Каждая республика для себя устанавливает, что такое многодетная семья. Да, у нас в республике от 3 и выше детей. Касаемо многодетных детей, я брала цифры в Министерстве соцобеспечения, там идет тенденция увеличения. С чем это связано? Это в первую очередь связано тем, что наше население, именно многодетные семьи, стали чаще фиксировать о своем существовании в каждом районе
в отделах социального обеспечения. Чтобы получить... Это не говорит о всплеске, это абсолютно рождаемости? не говорит. Просто ту мизерную сумму, которая оплачивается нашим государством на одного ребенка, люди хотят и эту сумму тоже получить. Да, в других развитых странах те, которые получают там субсидии или же денежное вознаграждение за уход ребенка, тоже как бы рождаемость низкая. Но в нашем государстве я считаю, что если будут эти выплаты выше, намного лучше окажется на демографических показателях. И вот та тенденция, которой многодетные семьи увеличились, они нам не дали положительного результата в рождаемости или же в численности населения Республики Абхазия. Ну вот фонд Асхара учредили. Понемногу, но повышаются выплаты. Все равно это не дает нужного эффекта. А что нужно сделать, на ваш взгляд? Какие меры предпринять? Сегодня вот на круглом столе как раз-таки мы обсуждали, что нужно сделать. Кто-то сказал, что нужно в законопроекты вводить определенные, которые должны усилить законы. Усилить законы, что нам даст закон усиленный? То есть именно как раз-таки социальные пакеты выплаты. Но это тоже немаловажный фактор. Много молодых семей снимают жилплощадь. Они хотят жить отдельно. Если раньше среди абхазов была большая семья, сейчас эта семья хочет разделиться, молодая семья. То есть не каждый родитель может обеспечить жилплощадью своих молодых людей. То есть вторая проблема – это жилплощадь. Далее даже несколько наших делегированных людей, которые присутствовали сегодня на круглом столе, сказали, что нужно проводить идеологию молодой семьи, идеологию многодетной семьи, именно идеологию рождаемости. Это нужно оглашать и говорить, чтобы родители, которые воспроизвели на свет девочку и мальчика, они свою репродуктивную функцию прекращают на этом, потому что мальчик у нас на Кавказе – это наследник, продолжитель рода. То есть все, на этом репродуктивная функция заканчивается у женщин. В основном так. А чтобы этого не было, мы считаем, что все-таки идеология должна быть, идеология многодетной семьи. Но мы больше на это остановились. То есть единственный и такой действенный выход, на ваш взгляд, не единственный, а вот самый действенный выход – это пропаганда. Пропаганда. Людей нужно подводить к этому. Да, которые сегодня сейчас меня слушают, будут говорить, экономически нам очень сложно. Но поверьте, да, 2 детей, да, 3 детей. Конечно, нужно одеть, обуть, накормить, в школу повезти, привезти и прочее. Но все равно ради нашего будущего государства мы должны поднять свою демографию. Если мы не будем этим заниматься, кто будет жить в нашей республике? Кто? То есть получается, коренное население – это, пусть никто не обижается, слушающие меня, это абхазы. Это мы, государство, образующее население, это мы, абхазы. То есть Апсуа, Апсн, то есть от нашего названия национальности государство так и называется. Мы титульная нация, и мы в самом меньшинстве. Почему мы должны быть? Если нас не будет, кто будет жить в Абхазии? Мы должны с такой точки зрения подходить. Вы сказали, что перепись должна была состояться в 2021 году, но она не была проведена. Перепись населения. Вообще, отсутствие вот таких данных, как это сказывается на ваших исследованиях, конкретных данных? Вот нет данных последних переписей. Что касается данных статистики, там тоже есть проблемы, насколько эти данные достоверны, потому что вот данные о смерти люди иногда вообще не обращаются ни в какие органы, и в государство не знает, живет или не живет этот человек, умер или нет, родился или нет, тоже не всегда. Вот в этих условиях вообще говорить о картине реальной. Нам, можно? Ученым, очень сложно говорить о картине реальной. Мы должны и даже, скажем, обязаны брать за основу официальную статистику. Нравится она нам, не нравится, она официальная. Это первое. Да, перепись населения нужно проводить. Если она была бы проведена, нам было бы очень удобно сделать анализ этих показателей, не то что с демографической, там и экономической точки зрения. Там очень много показателей. И языковой проблемы, и брака. И вообще любые вопросы можно было бы там решить. Но у нас их нету. Касаемо нашей официальной статистики, я была когда-то сотрудником этой статистики, я с уверенностью могу сказать, что рождаемость, показатели правильные, фиксируют правильно. Потому что ребенок рожденный, родители идут по месту жительства или по месту прописки,
в ЗАГС, они берут официальную справку, и на основании справки им выписывают документы. А вот касаемо смертности, это уже, я считаю, что государство должно обязывать население идти фиксировать. А этого у нас нету. Люди просто сами идут и фиксируют. То есть вот здесь фиксация смертности немного хромает, можно сказать. То есть картина может быть хуже? Картина может быть и хуже. Конечно. Но не лучше точно, потому не что... лучше точно. Картина может быть хуже. Картина еще также не ясна в качестве, где развод. Брак тоже можно сказать, что у нас фиксируют. Но развод практически неправдоподобные цифры. Мы встречаем те цифры, которые были зафиксированы. А сколько у нас разведенных семей, которые не зафиксированы? Таких очень много. То есть смертность и развод, цифры, они разнятся с реальностью. А вот посмотреть, если на эту тенденцию с перспективой на будущее, если все-таки она сохранится. Сейчас работающих людей... пенсионеров много, работающий процент населения содержит огромную армию пенсионеров. Получается, вот такая у нас история складывается. Если дальше посмотреть с перспективой в будущее, если тенденция сохранится, к чему мы придем? У нас, говоря языком демографии, суженное производство, то есть это нет естественного производства. Если, что такое суженное производство? То есть когда мы делаем исследования, мы делим мужчин и женщин, стоим половозрастную структуру, то есть такая получается пирамида. На этой пирамиде, если пирамида показателей широкие, значит у нас положительное естественное воспроизводство. Она у нас узкая. Далее она идет именно начиная с возраста от 18 лет до 50 лет, оно такое вот овальное, то есть оно широкое становится. А то есть далее это уже не пирамида, получается? Это не пирамида, она такая грушевидная, скажем. То есть у нас в основном трудоспособное население. В скором времени трудоспособное население вступает в нетрудоспособное. И что хочу сказать, это называется процесс идет старения нации, населения, старения населения. То есть у нас нет возрождения. И поэтому нужно бить во все инстанции, нужно решать этот вопрос. Если не будет рождаемости, не будет молодежи, кто будет охранять наше государство? Это один из вопросов. Экономика. Вот да, кто будет работать? В некоторых уже соседних странах из-за оттока населения наблюдается дефицит в различных сферах. Вот в той же Грузии уже ощущается нехватка специалистов. Потому что там тоже отток населения идет. И у нас тоже. У нас очень много сфер, в которых очень мало специалистов. Они не хватают. Да, у нас молодежь обучается в вузах и разных профтехучилищах, но они не всегда идут идти работать по специальности. По специальности их нету. Поэтому знаете, многие думать. Не до конца понимают процесс репатриации, почему даже во время войны этот процесс был начат, и насколько важна эта история для нашей страны. На ваш взгляд, вот что не так? Что не так мы делаем? Почему все-таки этот процесс крайне медленно протекает? Мы сегодня тоже обсуждали процесс репатриации. Очень медленно идет, потому что было озвучено, что многие вещи, которые хотелось бы очень быстро сделать, в силу неких обстоятельств, они не могут это ускорить. Далее. Потом не все родители хотят, скажем, из Турции, из других иностранных государств, из других государств, которые наши этнические абхазы же проживают, не все родители отпускают сюда своих детей на учебу, скажем, или же жить. Во-первых, это преграда. Я не могу сказать, что языковой барьер преграда. Да, это тоже языковой барьер преграда, но они сразу обучаются абхазскому или русскому языку, но почему-то они не уживаются здесь. Почему-то не уживаются, не могу сказать. Но я больше всего склоняюсь к тому, что если, конечно, репатриация заработает, и они сюда приедут, это механический прирост населения. А я говорю о внутреннем нашем потенциале, который на территории Республики Абхазии, такой пласт, который мы не используем. Почему-то сознательно мы не используем. Что значит сознательно? То есть люди не вступают в брак. То есть другими методами, которые приемлемы для других государств, не вступая в брак,
воспроизводить на свет ребенка, могут себе позволить. Мы себе такое здесь позволить не можем. То есть у нас идет именно что естественным путем все должно быть. Но воздерживаются люди, молодежь для вступления в брак. Ну, кто-то говорит, что жилплощади нету, кто-то говорит, что экономически, есть, кто-то кстати, хочет и карьеру хочет сделать. Другие тоже Ему причины. Есть вот женщины, которые не вышли замуж по разным причинам, но они хотят быть матерью, хотят иметь детей. Эта тема такая щепетильная для нашего общества. Но некоторые, да, готовы на ЭКО даже, но вот какие-то ментальные особенности их сдерживают. Вот думали ли об этом вообще ученые или вот на круглом столе, может быть, даже скажу, я как успели раз поднять эту тему? Как раз-таки я скажу, что, может быть, я одна из первых именно в научной среде это озвучила, что именно те девушки, которые могут на себя взвалить такую ношу, что значит ноша? То есть ребенок должен воспитываться в полноценной семье, то есть мама, папа. Если женщина может на себя взвалить такую ношу и воспитать ребенка, пусть именно медицинским способом ЭКО, почему нет? Но когда я это озвучила, меня чуть не побили палками, скажем. Ну, как по палкам, это образно говоря, на одной из конференций было очень шумно, что как это так возможно. Но чтобы это заработало, этот механизм, нужно говорить об этом. Мы сегодня, кстати, об этом и говорили. А почему нет? Почему она должна сидеть и ждать принца, которого нет? Она может и обеспечить, может быть, и материально, и заодно человек, и с ней будет семья, у нее будет ребенок. Почему не может? Но сегодня тоже также еще озвучили, что есть уже некоторые такие девушки, примеры, которые пошли на такой шаг, и сперва даже их родители были против этого. Ну, а сейчас души не чают в этих детях. То есть, оказывается, нужно просто... Я считаю, что тут в первую этическая, очередь... моральная сторона, ментальная... Я считаю, что если родители, родня девушки примут этого ребенка, ни один человек ничего не скажет. Надо эту проблему внутри семьи решить и дать возможность своей сестре или дочери пойти на этот шаг. И все будет хорошо. А законодательные инициативы, на ваш взгляд, какие сейчас нужны? Вот принимают бюджет, там различные программы, поддержка предпринимательства, сельского хозяйства. Ну, вот такая полномасштабная какая-то демографическая программа, на ваш взгляд, нужна? Ну, фонд Азхара, он, кстати, был учрежден и депутатами по их инициативе, потом он стал... Фонд Азхара работает. Сегодня как раз-таки его озвучивали, что фонд Азхара работает, они стараются оплачивать все в полном мере. Даже сегодня озвучили, что если в семье рождается 4-й ребенок, то до годовалого возраста ежемесячная оплата 10 тысяч. Это большой поддержка. Плюс, это большая поддержка. Далее я знаю, что есть программа «Жилье». Касаемо жилья, она была начата где-то в 2020 году, потом была приостановлена, там ковид или еще что-то. Сейчас эта программа опять возобновлена. Но опять-таки не хватает. Это для категории граждан, для где определенной есть категории. Там да. Человек с инвалидностью, очень много там критериев. Там не много так легко критериев, попасть, которые нелегко попасть, во-первых. Почему, во-первых? Потому что их людей много, желающих получить эту квоту, скажем так. Но, в принципе, я как бы уже это сказала, наверняка ежемесячные пособия нужно увеличивать, или же жилищную программу. Вот молодая семья, я просто сейчас думаю, вот молодая семья, например, они хотят жить отдельно, им там, может быть, до определенного времени, скажем, до рождения 3-го ребенка, они живут, как бы снимают съемную квартиру, скажем, но государство предоставило им это жилье. А если 3-й ребенок родился, то государство им дарит эту квартиру, вот скажем, жилье. Вот какие-то вот такие вещи нужно придумывать, чтобы молодые могли жить и развиваться. Ну, это я образно сказала, да, не знаю, как это все выльется. Депутаты, там, власть скажут, вот денег нет, но, с другой стороны, экономику надо строить, развивать страну. Для кого? Кто будет это делать, если у нас нет вот этих трудовых ресурсов? Ну да. Трудовых ресурсов не будет, и не будет экономики. Кто будет работать? Некому работать. Когда, вот если эта тенденция, я уже задала этот вопрос, но все-таки в ближайшей перспективе, если лет 5, вот все так же останется, какая картина нас ждет? Пагубная картина.
Если мы сейчас говорим критическая, через лет 5 это будет архикритическая картина будет. Мы должны просто вот кричать «караул» и предпринимать срочным образом. Ну, мы вот для этой цели как раз-таки провели круглый стол. Мы, это кто? Это Центр стратегических исследований. Мы после наших всех выступлений сегодня и докладов собираемся выпустить, скажем, брошюру, которая потом будет разослана по всем инстанциям. Это как бы напоминание, что вот уже рекомендации, да, что это вот уже караул, надо кричать и делать что-то. Астанда, спасибо, что нашли время прийти к нам. Напомню, о проблеме рождаемости говорили с кандидатом исторических наук Астандой Хашпа.